Бекир Османов – человек, навсегда вписавший себя в историю крымско-татарского народа. Героический и отважный партизан и разведчик, диссидент, один из начинателей национального движения крымских татар, пользовавшийся безграничным уважением народа. Бекир Османов родился 22 марта 1911 года в селе Бююк-Озенбаш. Окончив сельхозшколу Чаир в Ялте, затем табаководческий техникум и сельскохозяйственный институт в Акмесджите, получил профессию агронома. Женился на сокурснице Марии Гущинской. Они стали родителями 2 детей. Бекир ага работал в Никитском ботаническом саду. Война перечеркнула все. Однако первые из заокулированных саженцев с годами дали 3 новых сорта груши, на которые пришли 3 авторских свидетельства, полученных отцом за выведенные сорта груш. Бекир Османов был разносторонне развитым человеком. Собирал фольклор, сочинял сказки, писал пьесы. Известны его повести «Будни партизанского отряда» и «Ахшам усту Каячахта». По состоянию здоровья Османов не был призван в армию и ушел в партизаны, воевал в разведке. Знание всех подробностей горных склонов, всех обрывов, ущелий и потайных мест позволяло отцу выводить партизанский отряд из различных сложных ситуаций, из ловушек, устраиваемых фашистами. Над вертикальным обрывом по какой-то определенной тонкой, неожиданно появившейся за кустом расщелины, они переходили совсем в другие части гор, и немцы оставались ни с чем. Фашисты распространяли листовки, разбрасывая их с самолетов. За поимку моего отца предлагалось 100 000 марок. Османова неоднократно пытались дискредитировать. В книге Ильи Вергасова «В горах Таврии» он изображен немецким шпионом. Позднее Бекир ага сам внес правки в книгу, и после общественного возмущения она была исправлена и переиздана. Бекир ага ценил и уважал командир Севастопольского партизанского отряда Митрофан Зинченко. Они неоднократно встречались и после войны. Участие самого отца в операции по эвакуации из Севастополя советского партийного актива со всей документацией за эту операцию, успешно завершенную, отец был награжден медалью за оборону Севастополя. После войны Бекир Османов был назначен замнаркома земледелия Крыма. Он отправил вызов семье, которая во время войны находилась в эвакуации, но встретиться в Крыму им помешала депортация крымских татар. Папа оказался в Узбекистане. Нам пришлось с мамой и братом Юрой вернуться не на родину в Крым, а ехать в Среднюю Азию, где папа уже работал агрономом и через некоторое время был назначен начальником государственного сортоиспытательного участка. В ссылке у Османовых родился еще один сын. Бекир Османов был одним из первых людей в крымско-татарском национальном движении. В 50-е годы вместе с Джебаром Акимовым они стали его организаторами и активными участниками. Благодаря ему сотни людей присоединились к народной борьбе. Всей семьей рисовали большой круг на полу единственной комнаты в квартире. Для определения диаметра стола, заказанного столяру, за которым должны были собираться друзья, чтобы им было комфортно, для того, чтобы решать, как найти выход из жуткого положения после депортации. И представители народа обращались к руководящим органам партии и правительства с вопросом о необходимости принятия постановления об организованном
возвращении крымских татар на родину в Крым. В 1970-е годы Бекир Османов вместе со своим сыном, активистом национального движения Юрием Османовым, организовал самоперепись народа, в результате которой было установлено, что из Крыма депортировали вдвое больше крымских татар, чем заявляли власти. После смерти жены в 1974 году Бекир Османов решает вернуться в Крым, где 1,5 года не может получить прописку. В 1983 году Бекир Османов скончался после продолжительной болезни. Он похоронен на кладбище в селе Бештерек, рядом с Мусой Мамутом. Память об этом удивительном человеке хранится в бесчисленных обращениях национального движения и воспоминаниях многих крымских татар.